Здравствуйте, уважаемые читатели! Нельзя глубоко почувствовать национальную самобытность казахского народа, его духовность, не обратившись к музыке. Известна в ней душа народа. Народные песни занимают особое место в музыкальной культуре казахов. Они разнообразны по жанрам. Календарные песни, обрядовые, трудовые, лирические, исторические песни. Как и у каждого народа, у казахов есть песни, обращенные к детям. В них выражается любовь и забота старших о малышах. Они имеют воспитательное значение, из них дети получали целый круг знаний об окружающем мире. Один из древних жанров устного народного творчества – колыбельные песни. По-казахски они называются «Альди-альди», «Бесік жыры», «Бала уату», «Бала». Мелодии их убаюкивающие и мягкие. Практически в любой семье найдется человек, который прекрасно поет или талантливо играет на народных музыкальных инструментах. Основной жанр инструментальной музыки – ки. Это небольшая пьеса программного характера. Содержание киев разнообразное. Один из них воспевает красоту природы, другие рисуют облик человека, животного, птицы. Народ сохранил в своей памяти имена выдающихся представителей инструментальной музыки. Это Курмангазы Сагырбаев, Даулеткерей Шигаев, Татымбет Казангапов, Дина Нурпейсова. Талантливые казахские исполнители киюши создали много замечательных киев, дошедшие до нас из глубины веков. Ки легенда Аққу, Наридерген, Қорқыт, Ақсақ Құлан. Единственный сын Жошы хана любил охотиться на куланов. Однажды тайком от отца он отправился на охоту. Он встречается со стадом куланов, начинает стрелять в них из лука. Раненый вожак напал на охотника и убил его. Грозный Жошы хан не хочет слышать ужасной вести о гибели сына. Под страхом смерти запрещает говорить об этом, обещая влить расплавленное олово в рот. Никто не осмеливается сказать ему правду. Но однажды хану пришел музыкант, взял в руки инструмент и сказал: «Обо всем поведает вам моя дамбра». Сыграл ки. Хан все понял. «Ты, дамбра, виновата в том, что сообщил мне о смерти моего любимого сына. Ты получишь наказание». И приказал налить в отверстие на дике дамбры расплавленное олово, чтобы оно замолчало навеки. Так музыка избавила людей от смертельной опасности. Играй свой ки, дамбра, играй, напев чудесный разливай, журчи, как горные ручьи, на сердце радость напевай.